Приложение Easy. Больше шоу и подкастов уже там. Я делаю это раз в месяц. Все начинается с розового употребления. Лечить того, кто пока не готов, абсолютно бессмысленно. Я человек, который все время жил в печали. Понятие зависимость, она постыдная в Казахстане. Для большинства зависимых людей трезвая жизнь очень болезненна. Зависимое мышление формируется в возрасте от 3 до 7 лет. Люди просто не понимают, что они в себя впихают. Все выздоравливают, только некоторые при жизни. Всем привет! Вы смотрите подкаст «Смеялись и плакали». Меня зовут Галина Рышкина. Мы говорим только о важном, только с интересными людьми на темы, которые не оставляют нас равнодушными. И сегодня у меня в гостях психолог, аддиктолог София Светличная и мой большой друг, аддиктолог. Координатор мотивационной программы реабилитационного центра Вита Нова Антон Лапшин. Говорим мы сегодня о зависимости. Это очень важная тема, но она еще и очень личная. Потому что я сама нахожусь 3-й месяц в реабилитации, как раз-таки в центре Вита Нова. Сейчас я нахожусь на амбулаторном лечении, но была месяц на стационаре. Мне кажется, что до того момента, как я сама не попала в рехаб, я вообще ничего не знала о реабилитации, о том, какой она должна быть на самом деле. Кроме того, есть очень печальный и плачевный опыт реабилитации в Казахстане. Большинство центров, то есть это пыточные, это тюрьмы, это какие-то похищения. Мотивационки, да. Потом наркологи, честно говоря, которые, кстати, стоят дороже психотерапевтов, бывают тоже шарлатанами. И я думаю, что у большинства людей, точно так же, как у меня до недавнего момента, нет представления о том, что такое правильная реабилитация и какой она на самом деле может быть. И мне бы очень хотелось это сегодня с вами обсудить, потому что мне кажется, и я это поняла на личном опыте, что она может быть, неприятной, естественно, но совершенно другой. Понятие зависимость, она весьма такая постыдная в Казахстане. Да, стигматизирована зависимость. Да, и многие боятся обращаться за помощью. И, как правило, за помощью начинают обращаться в пиковые моменты, когда порой спасать уже некого. А когда человек демотивирован, как с ним работать? И поэтому, к большому сожалению, в Казахстане очень много реабилитационных центров как раз мотивационного характера. Это те самые платные тюрьмы, о которых ты говорила. Где удерживают насильно, привозят, связывают, какие-то пытки могут быть и так далее. То есть мы шагнули чуть в другую сторону. Мы начали работать с мотивированными ребятами. Те люди, которые хотят изменить свою жизнь. То есть помочь можно только тому, кто хочет что-то в этой жизни изменить. Если у человека нет мотивации, порой как о стену горохом бесполезно биться. То есть получается, что в реабилитационном центре Вита Нова находятся исключительно те люди, которые хотят побороть зависимость. Как правило, на разных этапах мы сталкиваемся так или иначе с сопротивлениями. То есть психологические защитные механизмы, которые имеют место быть. Самый такой яркий маркер – это когда прошла абстиненция, и такой человек собрался с сумками, все, говорит, я выздоровел, поехал домой. Да, я поехал домой, все ништяк, все классно. Но на самом деле проблема-то гораздо более глубинная. Ты когда сама поняла, что начала меняться, и что надо вообще что-то менять в жизни, то есть тоже прошел определенный промежуток времени. То есть и мы же сталкиваемся как с видами сопротивления, там включаются различные отрицания и так далее. И тут больше основная задача, насколько грамотно проработают этапы сопротивления специалисты и сотрудники. Для этого мы как минимум делаем различные психодиагностики и составляем психологический портрет пациента, чтобы понимать, через какие каналы с ним коммуницировать. Многие другие центра просто пренебрегают этими, так скажем, постулатами психотерапии, как психодиагностики. Они пренебрегают и идут, по пути наименьшего сопротивления. Сказали, будешь сидеть, значит, сидеть будешь. И мы тебе причиним выздоровление. А как можно причинить выздоровление? Только насильственно. По-другому, к сожалению, не работает. Я скажу по себе, на самом деле, 2 недели. 2 недели ты снимал мне абстинентный синдром. 2 недели безумия, я бы сказал. Не утрируй. 2 недели Антон Юрьевич снимал мне абстинентный синдром. Вообще был человеком, который
получала за всех, за мою семью, за весь дискомфорт, за все остальное. Но как только я спустилась вот первый раз, да, на групповую терапию, там первый и второй раз, как только начала принимать участие слушать лекции, да, и начала слышать, что говорят, я поняла, что вот на самом деле к этому месту я шла всю свою жизнь. Я прям, вот эта встреча, она была неизбежна. Это так здорово, что она произошла, потому что я поняла, что вот здесь, наконец-то, я могу обрести то облегчение, да, и получить ту помощь, да. Потому что я как будто бы вот всю жизнь несла с собой вот эту вот боль, да, вот это вот отчаяние, эти бесконечные страхи, тревоги, панические атаки. Вот у меня голос задрожал. Все вот это несла с собой, но вот я дошла, наконец-то, мне повезло, я дошла до места, где я все, если, не оставлю, то хотя бы буду знать, как с этим справляться. И вот как только я почувствовала вот это облегчение, я говорю сейчас правду, я поняла, что, как круто на самом деле, как круто, что такое место есть. Спасибо вам. Если говорить о том проекте, в который ты попала, на сегодняшний день, к сожалению, да, можно сказать, что тебе повезло попасть в этот проект. Почему, к сожалению? Потому что большинство центров, они не имеют в себе никакой качественной основы. Мы создавали этот проект, уходя от собственных болей, с которыми мы сталкивались на протяжении нескольких лет там, в сфере своей работы в прошлом центре, в части своей зависимости, проблемы своей личной. Угу. То есть и на фоне множества ошибок, страхов, больших болей мы создали место, где человек действительно будет расти, где человек будет меняться, где человек будет получать ту помощь и поддержку, в которой он действительно нуждается. Когда мы говорим о немотивированных людях, конечно, такие, безусловно, и в наш центр тоже попадают. Такая добровольно-принудительная история, когда тебе родственники говорят, ты вот полежи, полечись, и тогда мы с тобой продолжим какую-то коммуникацию. Угу. Здесь очень важно, чтобы специалисты были направлены на качественную интервенцию. Это очень большая работа создать атмосферу в центре для того, чтобы человек понимал разницу. Нет ценности трезвой жизни, потому что для большинства зависимых людей трезвая жизнь очень болезненна. Да, конечно, это же самоуважения нет чувства достоинства. И вот здесь вот формируется все это. И человеку в очень комфортных условиях, доброжелательных, в любви и доверии показывают, что твоя трезвая жизнь может быть вот такой. Ты вот так можешь разговаривать с людьми. Ты вот таким образом можешь быть понятым. То есть это очень важные моменты. И да, в процессе мотивация формируется. Мне очень нравится. Меня это так потрясло. Я запомнила фразу. Мы смотрели вот как раз в центре фильм «Красивый мальчик» с Тимоти Шаломе. Я никогда его не видела раньше. Такая драма, да, отец, сын зависимый. И мне очень понравилось. Там был такой момент, его спрашивают, Тимоти спрашивают, в чем твоя проблема? Он говорит, я алкоголик и наркоман. Ему говорят, нет, это решение проблемы. А в чем твоя проблема? И мне вот это очень понравилось, я это запомнила. И мне кажется, что зависимость никогда не просто зависимость, да, насколько я сегодня понимаю. То есть она всегда про что-то, у нее всегда есть какие-то глубинные, более глубокие причины, чем плохая компания, и что-то такое, да, доступность наркотиков и что-то такое. И вот прежде чем обсудить, насколько важно, насколько на самом деле важно разбираться с глубинными причинами, да, с детством и со всем остальным, я бы хотела, чтобы вы рассказали, наверное, свои истории, потому что у вас есть свой личный опыт. И я, наверное, немножко вкратце поделюсь своей тоже историей, как я, собственно, попала. Я не знаю, с какого момента мне начинать? С таблеток, алкоголя? Я думаю, надо начинать с самого начала. То есть, не забываем факт того, что зависимое мышление формируется в возрасте от 3 до 7 лет.
наркотики, алкоголь играет уже следствие тех паттернов поведения, которые у нас сформировались в детском возрасте, тех травм, которые мы получили. Это же просто способ бегства. Все это я узнала только вот на самом деле в рехабе. Да? Я попала в рехаб с таблетками снотворными, с алкоголем. Я пила уже больше пачки снотворного в день. Мне было больно, плохо. Я не могла спать, но при этом я отравляла себя все больше и больше дозировкой. Таблетки не работали без алкоголя вообще. То есть мне надо было обязательно запивать их вином. Так я жила последние, наверное, 2 года, если быть честной. Последние 2 года, но, в принципе, алкоголь и наркотики в моей жизни были на протяжении всей, в принципе, взрослой жизни. В центре я узнала, что на самом деле проблема не только в том, что я, все время была с бокалом вина, да? И я поняла, что с бокалом вина я была потому, что я, в принципе, никогда не была счастлива. Я никогда не умела радоваться. Я все время, последние 6, 7, 8 лет находилась в депрессии, которую мне диагностировали, но которую я никогда толком не лечила. Я человек, который все время жил в печали, не грустил, а был печален, да. И только сейчас я поняла, что печаль – это не прожитая боль. Как мой сарказм – это не прожитая злость. Да? То есть агрессия. Подавленная агрессия какая-то. В общем, да, и в какой-то момент, естественно, что бокал вина, бокал игристого давал какое-то ощущение, какую-то кратковременную передышку. И мне в тот момент хотелось коммуницировать с людьми. Когда я пила снотворный, я могла уснуть, а для меня сон – это такое бегство тоже от боли, да, и а бессонница – это как раз-таки кульминация какого-то очень болезненного моего состояния. Так, собственно, мы и познакомились с Софией и с Антоном. Я попал довольно-таки поздно. То есть, по факту, это было, наверное, лет в 29. До этого времени я не употреблял, жизнь вроде была прекрасная, нормальная, но когда начал разбираться, я понимал, что вся травматика шла с детства. Отец военный, афганец, то есть 2 афгана. И воспитание, оно такое было максимально радикальное, это четкие ярлыки, установки, и такого, маленького генерала, из меня пытались растить. Что не по его было, это сразу поощрялось именно наказанием и каким-то деструктивом. То есть взаимоотношения у отца с мамой тоже были, по факту, напряженные. Мама стала меняться, наверное, когда пошла в терапию. И вроде бы все нормально было. Работа, неплохие должности, достигал какого-то успеха, машина, квартира, семья, ребенок. Живи, радуйся. Что тебе еще надо? Но в какой-то момент, произошел переломный момент жизни. Это у меня сестренка в 17 году попала в проблему. Я ее так направил, можно сказать, в реабилитационный центр. Плюс у жены послеродовая депрессия. Все скопом свалилось на меня. Я крутился. А потом на горизонте появился человек, говорит, давай попробуем, станет прикольней. И потихоньку, постепенно проблема начала набирать обороты. То есть, во-первых, весь фокус внимания семьи, работы сместился на вещество. 90% мыслей зависимого человека сосредоточены на наркотике, на употреблении, мысли, как достать. То есть, вся жизнь стала вращаться вокруг этого. Первая реабилитация, поехал, причем самостоятельно. Я нарколога тоже сама нашла. Да, признался супруге, она не знала, что я в проблеме. Поехал выздоравливать, тут развод посреди реабилитации. Я вышел, думаю, а что делать? Пошел-ка, я думаю, дальше торчать, не доторчался. Потом опять восстановление, попытки работать в организации. Но, даже попытки работать, они всегда... Оно вроде было желание помогать людям, но я понимал, что там, где мы были, но это не помощь. Это не помощь. А на самом деле, если берем эту работу, она благородная, но не благодарная.
Конечно. И очень много проблем, с которыми сталкивались, и тоже, которые приводили, знаешь, в дальнейшем к рецидивам, то есть к срывам. Опять же, откаты назад, заново восстановление. Но вот сейчас я, наверное, узнал себя прям хорошо, когда подключили телесно-ориентированную психотерапию. Я провалился в детские травмы. Ну, прикинь, на практике, на телеске проводим реберфинг, я проваливаюсь в перинатальные травмы. Мама беременна мной, отец в Афганистане, и я прям ощутил ее боль, вот это все. Это что? Я говорю, рыдал, часа полтора, да, меня пытались успокоить, у меня истерика навзрыд. И прикинь, я первый раз в жизни я понял, что я плачу. А вот накопленные эмоции не всегда сидели, знаешь, пластами внутри меня. А когда вот начал работать, знаешь, со своим сознанием, с подсознанием, вот бессознательная часть больше как подключилась, я заметил изменения. Сценарий протекает у всех одинаково. В этом кино только актеры меняются. Это траты сверх меры, это потеря контроля, это проблемы с законом, это проблемы с физическим здоровьем. На вторую свою реабилитацию я приехал в весе 48 килограмм. Такой, знаешь, мальчик на плечики можно было повесить и занести. Причем я думал, что я выгляжу очень прекрасно. Я всем говорил, что я, ребят, просто на сушке, на спорте. Рельеф вылез, и все думали, что я спортсмен. И вот еще один момент запомнился тоже. Вот из диалога, по-моему, с мамой мы беседовали. Она говорит, знаешь, как больно с тобой общаться. Вот сидит напротив меня сын живой телом, но мертвой душой. Ну и тело, говорит, скоро отойдет туда же. И вот, там, наверное, был какой-то переломный момент. Когда я опустил руки. Отец, потому что сразу на отказ перестал общаться. Типа наркоман, клеймо, ярлык, держи медаль. Все. И, даже в голову же, не приходит им, что на самом деле причины, они... Я все пытаюсь вернуться к детству, что причины очень глубокие. И пап, честно говоря, как бы ты внес свою лепту. Будем честными. Будем честными, да. Потому что были моменты, когда, извиняюсь за выражение, били как скотину. Били, наказывали и так далее. Я представляю, это пиздец. Недостаток родительского внимания. То есть, опять же, они ссылались на свою занятость, 90-е, все тяжело, нам надо было работать, мы принадлежали сами себе. Но по факту каждый из родителей жил свою жизнь. То есть, по факту я всю жизнь жил в стрессе. А как с этим состоянием работать, я не понимал. И в какой-то момент просто, произошло, знаешь, я нажал спусковой крючок. Очередной стресс, и я просто не выдержал. И все. Всем привет, я Антон, зависимый. Сначала это моя первая реабилитация, потом это моя вторая реабилитация, потом это моя третья реабилитация. 3 реабилитации у тебя? 3 реабилитации, да. Полноценная, знаешь, была даже больше не реабилитация, а когда я начал подключать какие-то все-таки духовные, телесные практики. Нужна именно поддержка. Вот что тебя зацепило, это прототип семьи. Потому что ты всю жизнь была без семьи. А когда, знаешь, тебя первый раз искренне обнимают... Что ты мне сейчас на подкасте хочешь до слез довести, что ли? Конечно. Давай, хорошо. Это же эмоции. Эмоции, хорошо, эмоции надо проживать. Да, это семья, да. И то, что впервые в жизни, да, Господи, я помню, не как плакать, я конечно же. Докопалась впервые до тебя в жизни, заданием. тебя видят, понимаешь, глубоко тебя видят. Ты не должен быть удобным. Ты не должен быть комфортным, тем комфортным человеком для своей семьи, да. Ты такой, какой есть. Болезненный, раненый, без кожи. И тебя таким принимают настоящим. Настоящий. И тебя таким принимают, понимают, и говорят, что, вообще-то, вот это ты и есть. Там, видишь, самое удивительное то, что когда мы делаем психодиагностики, я четко понимаю из коммуникации с тобой, какой ролевой модели тебе не доставало в детстве. И в твоем случае я начал выполнять ролевую модель заботливого отца. Когда я тебя обнимал, показал, как это надо делать. И, почему мы, к примеру, прониклись друг к другу, что выстроили такую нить коммуникации. И то есть ты понимаешь, как правильно, как должно быть. И вот такая реабилитация, она лечит. А реабилитация насильственная, она все-таки калечит. К большому, знаешь, сожалению, я попадал в мотивационные центра, где была агрессия, где было насилие. И в какой-то момент я сам понял, что я превращаюсь в ублюдка реабилитации. И что я могу дать другим людям, если я сам воспитывался насилием? Я такое же насилие могу нести в массы. Но, слава богу, Раки Шлекович, руководитель мой, встретился, другие ребята, в лице Софьи Александровны, что мы стали работать чуть иначе. То есть мы шагнули дальше. Потому что то, что происходит сейчас, это не дело. Это еще и вопрос компетенции, образования, невежества, да, на самом деле, потому что тема табуирована. Люди не делятся, не понимают, как с ней справляться, и начинают
лечить, кто на что гораст. София, расскажи, пожалуйста, свою историю. Как вообще, в принципе, ты пришла к психологии аддикции, да? Как это правильно? Аддиктологии? Да. Ну, такая история. У меня первое образование высшее юридическое. Я почти 2 года отработала вольнонаемником в органах. Нифига себе. Да, потом я ушла в декрет. И в моей жизни с подросткового возраста, безусловно, присутствовало, как и у многих из нас, алкоголь, где-то травка, но я всегда очень жестко выставляла границы в отношении каких-то более серьезных веществ. То есть для меня это было табу, ни в коем случае. И мой брак начал трещать по швам. Я уехала с бывшим супругом в Бишкек по его работе. Я оказалась там одна абсолютно. У меня на руках маленький ребенок и человек, с которым мы не умеем разговаривать и с которым я не могу находиться. Я начала заливать все это алкоголем. Днем я пить не могла, потому что на руках маленький ребенок, и это был не вариант. А я предпочитала выпить тогда, когда сын засыпал. Днем я начала подключать таблетки. Я тогда вообще ничего не знала о каких-либо наркотиках. Это было что-то типа фенибута. То есть такие очень легкие транквилизаторы, которые при условии большой дозировки несколько меняют сознание. То есть они мне помогали справляться, они мне помогали не кричать на ребенка. Потому что он выводил меня просто тем, что он находился рядом и требовал внимания, а мне было недостаточно ресурса на себя саму. И в какой-то момент я уезжала в Алмату на обучение, и вот здесь как раз-таки мне предложили попробовать наркотики. И я сказала «да». И тогда в моей жизни наркотики и алкоголь, они были... Алкоголь, в принципе, на постоянной основе. Это был бытовой алкоголизм, когда я приезжала домой, и я не засыпала... Без бокальчика? Без бокальчика. Это было обязательно. Раз в несколько месяцев, раз в месяц это стабильно были какие-то вечеринки с эйфоретиками. И, конечно, все больше и больше погружаясь вот в эти редкие тусовки с наркотиками, я думала, да что там страшного? Я же редко, да? Я же редко. Я же не каждую неделю. Я хорошо зарабатываю, у меня все есть, я могу себе позволить. Я находила тьму этих форточек. Оправданий себе было колоссальное, огромное количество. Плохо стало тогда, когда наркотики стали чаще появляться в моей жизни. То есть зависимый постепенно вокруг себя собирает исключительно такое же зависимое окружение. Абсолютно. Людей, которые одобряют подобное поведение. Где это приемлемо. Для которых это приемлемо, для которых это считается нормой. То есть не просто даже приемлемо, а где это поощряется. Можно я очень... не хочу тебя перебивать, но мне кажется, это очень важно. Я хочу, чтобы вы оба это сказали. Потому что это абсолютно алматинская история, да? На самом деле употреблять, будем честными, мефедрон – это социально приемлемо. Вот человек, который употребляет мефедрон, я хочу прям акцентировать внимание на этом наркотике, раз в месяц и говорит себе, я делаю это раз в месяц, только потому что, ребят, там у ребят было, я сам не заказываю, я сам не покупаю, я делаю это раз в месяц только с ребятами, у которых есть, которые мне предложили. Вы можете сказать, этот человек наркоман? А зависимость, что отождествляет зависимость, это потеря контроля. Как ты думаешь, потерян ли у него качественный контроль? Он понимает, что он в себя пихает? Нет, он, конечно, потерян контроль, потому что потерян ли он у него ситуативный контроль? Насколько законно употреблять наркотики? Ты ответила сама себе на этот вопрос. Человек зависимый. Конечно, да. но это зависимое мышление. То есть, все начинается с розового употребления. Ты понимаешь, биться кулаками о стену мы начинаем, когда мы в полном пиздеце. Когда уже не видим выхода. То есть сначала-то это минимальные затраты, нету там лютой абстиненции и так далее. А потом, когда ты уже знаешь, где-то в подвале или там в падике живешь и колешься тупой иглой, чтобы поострее была ступеньки ее затачиваешь. До этого даже не все дойдут, конечно. Вот это наркоман. Да. А я просто нюхаю. Это классно, чтобы поднять настроение, похоти подкинуть и повеселиться. Мне очень понравилось в реабилитационном центре на групповой терапии, когда мы говорили о мифах, о мифах, что я не наркоман. Один из реабилитантов сказал, я же нюхал в небоскребах.
Понимаешь, то есть, ну, как бы я же не в подъезде, там, не в какой-то квартире, да, на вписке какой-то, блин, с обдолбанными щеглами. Я, блин, в небоскребах, у меня там весь мир внизу. Понимаешь? И я думаю, ну, у нас, потому что мифов, ну, как бы все так огромное себе говорят. количество. Обычно я вот таким людям, которые говорят, я там раз в месяц, и это просто помогает мне расслабиться. Да. Я говорю, у тебя мой номер есть? Продолжай. Продолжай, и в какой-то нужный момент ты обязательно меня наберешь, потому что зависимость – это такая штука, которая поглощает тебя постепенно, которая постепенно начинает отбирать у тебя из каждой твоей сферы жизни по кусочку. И тогда человек поймет, что он в проблеме. Но не скоро. Лечить того, кто пока не готов, абсолютно бессмысленно. Доказывать человеку, что с тобой не все так хорошо, как тебе кажется, тоже на начальном этапе совершенно бессмысленно. То есть получается, что у того, кто только начал, нет шансов, пока он не дойдет до определенной точки, что ли? Я тебе, знаешь, вот один момент. Книжка есть хорошая, Екатерины Савиной, называется «Возвращение Кая». Там есть офигенное выражение «зависимость умеет ждать». Но она реально умеет ждать. Ты попробовал раз, понимаешь, изменить сознание. Если давай мы чуть уйдем там, в медицину, вот в химию организма, что у нас есть нейромедиаторы, определенные гормоны. Когда я употребляю психостимуляторы, то есть с моей нормы, к примеру, допустим, знаешь, образно, в 10 промилле у меня подскакивают дофамин и серотонин на 10-15 тысяч единиц. Ты просто представь, что у меня с нервной системой это происходит. Я хочу повторить этот опыт. Я хочу менять сознание и так далее. Понятно, что если человек твердолобый, там бесполезно стучаться. И вот даже пациенты делятся, знаешь, на несколько категорий. То есть есть люди, которые учатся на чужом опыте. Есть люди, которые умеют слушать, кто-то учится на своем опыте, кто-то анализирует. А есть твердолобые идиоты, которые, видишь, 200-летний дуб стоит. И он на всей скорости мчится с горки, свято веря, что он его снесет. Пытайся. Все выздоравливают, только некоторые при жизни. Так или иначе, каждый из нас бросит употреблять. Как ты в итоге потом пришла к тому, что, поняла, что у тебя проблемы? Мы заговорили о ценности, и для меня... ничего не было ценным на тот момент. Мне казалось, что все окей. Учитывая тот факт, что в употреблении алкоголя я была достаточно давно, последние несколько лет на тот момент уже. Наркотики периодически стали чаще. А к физическому своему паршивому состоянию я была привыкшая. То есть, когда человек заключен в цикл опьянения и абстиненции, то есть ты пьешь как минимум каждую пятницу. Ты не успеваешь восстанавливаться. Конечно. Твои сосуды работают просто на износ, ты в постоянном повышенном давлении, тебе плохо физически, и для тебя это норма, это состояние для тебя нормально. Поэтому на физику я не обращала внимания, на то, что я не общаюсь с семьей, да я работаю много, когда мне с ними общаться, разговаривать. Я приехала к родителям, допустим, говорить с ними, я на работе столько говорю, что у меня нет сил. Личные отношения, я после своего брака не хотела их. По сферам, если пройтись. В работе, как мне казалось, все было хорошо. В какой-то момент. И ценность, которую я потеряла в тот момент, которая стала для меня маркером того, что мне пора что-то с собой делать, это когда у меня полетели когнитивные процессы, когда я перестала говорить. Я была продажником в крупных компаниях, и для меня мой голос, моя речь четкая, поставленная, это был мой хлеб в первую очередь. А когда ты 40 секунд пытаешься в своей голове сформулировать предложение, состоящее из 3-4 слов бытовых, не что-то продающее, а обычное слово. Тебя спрашивают, как дела, а ты... И ты не можешь понять, как тебе сказать. Твоя речь... она никакая. У тебя даже челюсть не работает по-другому. Нет уже, что потерять способность. Так оно же сыпется быстро. Очень быстро. Почему? Потому что я очень резко с маленькой дозировки перешла к большой. То есть и вред для организма, он увеличился в разы. И, естественно, эти процессы деградации, процессы изменения в когнитивной сфере, они пошли очень быстро. И только тогда, когда я перестала говорить,
я тогда задумалась. С нашим руководителем Ракишляковичем я знакома давно. Мы вместе с ним учились в колледже, когда-то вместе. Мы очень были близки, дружны и пропали. И вот, сидя на одном очередном марафоне, я такая сижу и думаю, а где Ракиша? То есть я еще в тот момент, в ту секунду, я даже не думала о том, что мне что-то с собой нужно делать, что что-то не так. Я думала, все окей. Бросить в любой момент я могу. Вообще не проблема. Что, не могла, что ли, никогда? И мы списались с ним, и я ему говорю, радостно, и все. Я говорю, он говорит, как у тебя дела? И я говорю, у меня все хорошо, я наркоманка. С такой, знаешь, не с признанием, а с шуткой о себе, что я вот... И он говорит, ты что? Говорит, это я должен был быть. Он говорит, а я заведующий реабилитационного центра. И я такая, ой, только не лечи меня. Мы увиделись, попить кофе, встретиться. Он посадил мне маленькие зернышки сомнения, говоря о процессах, которые сейчас происходят. Причем не сам, я спросила, а что происходит с моим сердцем? А что происходит, вот эта вот симптоматика, что это значит? И я вот с этими зернышками сомнения пошла домой. И через 2 с лишним недели я попросила его мне помочь. Он приехал и говорит, собирай вещи, поехали. Я говорю, нет, я никуда не поеду. Мне там сразу же нужно и работать, и сына забирать, и какие-то... Все очень важное. Вспомнила, я на секунду останавливаюсь и понимаю, что куда ты? Что тебе там надо делать? Чего ты хочешь? Ты все потеряла. Я начинаю собирать вещи, приеду в реабилитационный центр с мыслью о том, что меня сейчас там будут колоть укольчиками, давать мне таблеточки, и каким-то таким образом я перестану хотеть быстренько пить и употреблять наркотики, да. И мне сказал он изначально, что мы едем на 2 недели. И я такая, ладно, 2 недели. Спустя месяц примерно я понимаю, что я хочу вообще все в своей жизни поменять. Я начинаю работать после своей реабилитации консультантом по химической зависимости. Поступаю на 2 высшее, получаю 2 высшее. Параллельно еще несколько обучений в сфере психологии. И, наконец-то, впервые в своей жизни чувствую себя дома. Вот это ощущение дома, оно мне сложно дается, но когда мне сейчас хочется плакать, но я когда делаю свое дело, когда я помогаю другим, и я знаю, как я это делаю, и я ощущаю себя дома. Это так круто. То есть для меня это очень важное и ценное. Я впервые в жизни чувствую себя так, когда... Понятно, что я уже несколько лет как практикующий психолог, но я до сих пор очень ценю этот момент в своей жизни. Моя мама смеется, говорит, что, что ж, значит, тебе нужно было стать наркоманкой для того, чтобы прийти к тому, что ты действительно любишь, к тому, что действительно тебе дает большую ценность в твоей жизни. Про глубинные проблемы, да, которые... Вот у Антона папа военный, у меня папа зависимый, естественно, у меня папа пил, зависимый. пьет. Шахтер до сих пор пьет. Господи, что я... С шахтерами вообще история удивительная. Ой, шахтеры, это как нет, шахтер военный, афганец, знаешь, разницы никакой нет. В Караганде работал заведующим отделением, получается. И там что-то девочки пригласили, говорит, пойдем поужинаем, это. И все такие, ты пьешь? Я говорю, нет, не пью. Как? Я говорю, не пью. Неприемлемо для меня выпивать. Ты что, болеешь? Я говорю, да не болею. У тебя точно все нормально? Я думаю, вот эти стереотипы, если ты не бухаешь, значит, с тобой что-то не то. Не так. Да, не пьющего шахтера я никогда в жизни не видела, честно говоря. У тебя тоже, да? Отец зависимый. Отец зависимый, мать созависимая. Причем такая соза, которая все тащила на себе. И детей, и его самого. Мы в нашем мышлении постоянно ссылаемся на обстоятельства, в которые попадаем. Это у меня не... хреновый папа, у меня хреновый начальник, жена дура меня не понимает, муж абьюзер. Сейчас же еще модных слов нахапались. И все начинают разговаривать. Абьюз, мы же, когда читаешь лекции по детским обидам, много говоришь про абьюз. Как абьюз – это важная часть? Это важная часть, но ты понимаешь, финальный выбор мой.
Меня насильно никто не пихал. То есть многие проблемы, опять же, в терапии зависимости, что мы начинаем ссылаться на те обстоятельства, в которые я попал. Обстоятельства меня туда привели, но выбор был мой. Мое мышление подвело. И вот проблема в том, что, в чем говорила София, надо менять мышление. Потому что надо менять фокус мышления с обстоятельств на финальное принятие решения на себя. То есть я говорю, каждый из нас понимает, что вещества – это плохо. Каждый из нас это понимает, но надо чуть копать глубже. Уходить в свое мышление. Какие признаки зависимого мышления? Есть какие-то, которые человек, который, представим себе, что... Отрицание. Отрицание. Отрицание – это самый яркий признак зависимого мышления. У меня нет проблем. То есть, мы можем говорить об абсолютном отрицании. Там какая-то минимизация проблемы, рациональное объяснение. Когда мы говорим про зависимое мышление, мы не обязательно имеем в виду химическую зависимость. Это надо четко понимать, да? В том числе. Да. Отрицание, что еще? Но смотри, ты даже сейчас, грубо говоря, нашла рациональное объяснение всем шахтерам на территории планеты Земля. Все шахтеры бухают. Давайте упростим, потому что для многих понятие зависимого мышления и вот этой вот зависимой структуры личности – это очень сложно. Я предлагаю остановиться на употреблении. И вот когда я такой вот очень большой красный флаг, это когда меня приглашают на мероприятие, а я знаю, что на этом мероприятии я не смогу употреблять, и мое настроение падает, и я не хочу туда идти, и я отказываюсь от трезвых мероприятий, и я отказываюсь от каких-то вариантов времяпрепровождения без употребления. Это огромный такой красный флаг о том, что у меня есть проблема. Если я предпочитаю находиться в употреблении и компанию употребляющих людей любому другому варианту времяпрепровождения, у меня есть проблема. Я есть в этой проблеме уже. Это очень важно. Уже прям глубоко в ней стоишь. Я уже глубоко, когда у меня портится настроение от осознания того, что... Тут не будут пить. Да, что я не буду пить сегодня, или мы сегодня не будем чертить дорожки, то это все. Это большая сложность. Тот же момент. А как я усну без фужера красненького? Это зависимое мышление. Да. Это об этом. Что мне нужно... чтобы мне стало легче. Или, к примеру, как начинать эйфоретики. Я становлюсь более раскрепощенным, еще что-то. А если у меня этого нету, я не могу самовыражаться. Или пример в караоке. Почему ты, допустим, стесняешься петь в караоке на трезвую голову? Я стесняюсь. К примеру, чисто гипотетически. Я не стесняюсь. Понятно. Я очень потому что петь. у меня неуверенность в себе, низкая самооценка, страх оценки общества и так далее. Я прибегаю к психоактивному веществу, получаю на какой-то момент, временное облегчение. И потом я же себе нахожу, мое мышление фокусируется, чтобы справиться с каким-то кризисом, не надо употребить, чтобы мне стало легче. Возьмем наших родителей. Сколько кризисов они пережили, сколько стресса было. Они, к примеру, более стрессоустойчивы. То есть современная молодежь, она менее стрессоустойчива. То есть они более подвластны, каким-то, опять же, слабостям, наверное. То есть это влияет? Конечно, это влияет. Оно все влияет. Если брать антропологически, из поколения в поколение происходящие вот эти проблемы, прошлые поколения были очень сильно напуганы. Напуганы тем, что происходило, им приходилось выживать, им приходилось проходить очень тяжелую фрустрацию, переживание травматических событий. Что они сделали для того, чтобы защитить своих детей? Максимально изолировали их от возможных болей, попытались сделать все, чтобы они избежали каких-то эмоциональных этих переживаний, при этом сделав для них огромную такую медвежью услугу в виде того, что люди не умеют переживать. Не знаю, мне кажется, я, наверное, после 27 лет, после реабилитации своей, я научилась плакать. Я просто вспоминаю эти моменты, насколько Софии было тяжело выражаться. То есть, это тут даже мы вместе с ним. Да, нам посчастливилось вместе выздоравливать. И, момент, такой переломный был. То есть, у Софии, можно чуть предысторию? У нее защитная реакция – это смех. И, такой показушница, она начинает дурачиться, беситься. А я вижу по ее глазам, что, там далеко не до смеха. И, то есть, когда она первый раз зарыдала, это мы сидели, по-моему, в холле на третьем этаже. Она так в меня уткнулась и давай реветь. Я говорю, ты что, малая, ты что, плачешь? Ты умеешь плакать. А всегда такая девочка, такая весельчак. И, я вспоминаю это, мне становится неким образом смешно. Я же очень сильная, мне же нельзя плакать. Я же такая вся очень покрытая своими
защитами от всего мира, да, для того, чтобы никто никогда не сделал мне больно, никто никогда не узнал, что у меня внутри. Я всю жизнь с этим жила, и только в терапии потихоньку начала осознавать, что это как раз-таки и есть проявление слабости, когда я не даю выхода своим эмоциям. И для меня это было... Это прикинь, насколько мы были оторваны от специалистов центра, потому что мы не могли пойти им выплакаться. Потому что там точно такие же были родительские установки. Хрена ты плачешь, хрена ты топаешь ножками, чего ты злишься и так далее. Когда тебе плохо, я к тебе подхожу, хочешь плакать, реви. Ну пойдем позлимся вместе. Вот есть подушка, забей ее до смерти. Злись. Наш центр трансформации личности, он дает проживать тебе эмоции. Он не накапливает их внутри тебя. И это основная задача. Прожить эмоции, прожить ту боль. Научиться заново радоваться. А сколько у нас, к примеру, шантажных эмоций, которые нам выстраивают родители. Знаешь, стандартная история. Папа, дочка. Дочке 3 годика. Вот идем мы с ней по парку. И вот Софочка начинает петь песню во все горло. Стандартная реакция отца. Замолчи. Заткнись, замолчи, дергает за руку. Смотрят. Люди смотрят. Какая была естественная эмоция, когда она начала петь? Петь вместе с ней? Нет, естественная эмоция была радость. Я была радостная, мне было Я хорошо. ставлю мне было блок на классно. радость. Потом эта же самая маленькая девочка Софа сидит дома, играет в игрушки, разбросала, приходит злая мама и говорит: собери, не пакости, не гать, что ты разбросала, что ты беспорядок навела. И опять же идет запрет на радость. Не радуйся, да? Да. И знаешь, вот если мы берем адаптационные механизмы, у любого человека есть 6 адаптаций. 3 адаптации для выживания, которые формируются в возрасте от 0 до 3 лет. И 3 адаптации для одобрения перед родителями, либо парентальными фигурами, теми людьми, кто их заменял. Угу. И вот каждая адаптация обусловлена своим поведением. Драйверное поведение. Поведение, к примеру, будь совершенным, будь сильным, старайся, радуй других. И вот этим поведением ты живешь. А установки, к примеру, вот я как родитель Софии сейчас даю ей установку: не будь ребенком. Соответственно, у нее этап взросления, грубо говоря, идет совсем иначе. И вот это, опять же, нас отличает, что мы даем проживать эмоции. Даем почувствовать себя настоящим. Если хочешь быть маленькой девочкой, так будь ей. Тебе надо откатиться в то состояние, чтобы прожить те эмоции. Вообще, в принципе, терапия зависимости имеет массу своих особенностей. Да, мы берем на себя, как специалисты, роль дородительствования в том числе. То есть я должна на какой-то период взять на себя, Антон Юрьевич это тоже делает, взять на себя роль твоего родителя, которого тебе не доставало в детстве. Мама папы. Потому что тебе нужно почувствовать опору. То есть пока ты находишься в проживании своих чувств, ты регрессируешь, ты откатываешься в состояние детства, и тебе в этот момент нужен тот родитель, который поможет тебе адаптироваться в этой ситуации, который поможет тебе научиться проживать те или иные эмоции, чтобы разбудить твоего как раз-таки внутреннего взрослого, да, поддержать внутреннего ребенка, показать ему, что мир не так страшен. Открой глаза, посмотри, вот тебе здесь моя рука, и мы вместе с тобой на это все посмотрим, и мы вместе с тобой решим, как дальше действовать. То есть дать ту опору, которой у человека не было. Мы не зря назвали центр трансформации личности, потому что, когда мы говорим о болезни зависимости, да нет смысла говорить о каком-то восстановлении, реабилитации, восстановления до каких-то там процессов в твоей жизни, до какой-то нормы. Да. Их нет. Человек начал употреблять наркотики в 12-13 лет. В нем не сформировалась личность. Его реабилитационный потенциал нулевой практически. У него деструктивная семья, то есть в семье 1 или 2 зависимых, к примеру, это очень частая картина. То есть фактически на самом деле это не реабилитация, это когда личность строится с нуля. То есть ты становишься другим человеком. Ты становишься собой. Собой, по сути. да. Но которого ты не знал никогда. Да, это другой человек, потому что ты его не знал. Это требует времени. Вот то, что я точно поняла, да, что это требует времени, потому что даже по реакции людей, то есть я об этом пишу сейчас, я об этом говорю, и была такая первая реакция, но я уже знала правильный ответ, и она поэтому мне показалась такой немножко наивной и немножко смешной, когда люди стали меня поздравлять, как будто бы я все прошла. На самом деле, мы говорим о работе длиной в жизнь. Да. Мы никакого там мифического, быстрого
торжественного выздоровления не происходит. И я бы хотела, чтобы вот вы рассказали, из каких этапов состоит эта реабилитация и сколько на самом деле нужно времени. Да, Вся жизнь? Вся жизнь, да. Но именно работа в программе сколько занимает времени? Вся жизнь. Тоже То есть вся программа работает тогда, когда я работаю по программе. Если я перестаю работать по программе, то так или иначе старые паттерны поведения, они будут у меня всплывать. Ну, что есть программа, Ну, что понимаешь? есть программа, это больше нахождение, Это опять же, где-то в индивидуально. терапии, где-то индивидуально. То есть прорабатывать, опять же, вернемся к дефектам характера, к своим. То есть работы много. Ну, смотри, я, к примеру, как координатор мотивационного этапа реабилитации, мне ребята попадаются максимально сырые, максимально зеленые, причем не готовы. И каждый из них проблема в том, что ищет, знаешь, социальный аспирин или социальный лейкопластырь, что дал таблеточку или наклеил, и все, он выздоровел. Все, он выздоровел. Да. Если мы берем поэтапно, то первый этап – это все-таки знакомство с внутренним пидорасом. Тем демоном, который нам мешает жить всю сознательную жизнь. Там мы сталкиваемся с обидами, там мы формируем критику к своей проблеме посредством прописи заданий, посредством индивидуальной работы с психологами и специалистами центра. Последующие этапы – это уже, знаешь, приобретение все-таки навыков трезвого образа жизни и наработки каких-то инструментов, к которым мы начинаем прибегать. В дальнейшем, соответственно, подключается телесно-ориентированная психотерапия, потому что на ранних этапах, грубо, ты сама вспоминай радикальные практики. Если загонить пациента на ранней стадии на практику, то, как минимум, он может сойти с ума. Сойти с ума. Потому можно, что, он подумает, да что, блядь, здесь творится, пошел я Опоры домой. у него недостаточно для того, чтобы вообще осознать, что происходило Всего лишь и кололся, происходит. тут меня давить со всех сторон решили демоны какие-то. И, это поэтапно, это все постепенно. То есть быстрого результата ждать не стоит, это бессмысленно. То есть ты же понимаешь, уровень нашего разочарования равен уровню наших ожиданий. Если я себе построил, знаешь, такие ожидания, что через месяц я буду жив, здоров и счастливо жить, то это все херня полная. Так не будет. Конечно, наступает момент, знаешь, вот эта эйфория трезвости, когда такой воспрял духом, думаешь, блядь, как классно, солнышко желтое оказывается, небо голубое, травка зеленая. Вот как, знаешь, такой приход эмоций, прилив сил, энергии. Но потом же оно все затуманивается. Да, но еще и ожидания есть у наших семей, у семей зависимых. Работа с семьей, поэтому на постоянной основе проходит и терапия с семьей. К примеру, опять же, подключаем наших специалистов, проходит индивидуальная работа. В коем веке мы даем матерям читать книжки, прочитай, ознакомься. То есть очень важно работать еще и с семьей зависимого. Конечно. А работа идет всегда в комплексе. двухсторонне. Потому что для наших родных, как бы это печально ни звучало, наша проблема, знаешь, придает некой мотивации, потому что они занимают доминирующую позицию. Мне есть ради чего жить. Я обуславливаю свою жизнь тем, что мне нужно спасать своего ребенка. Сына. Я сталкиваюсь со своей болью, но со своей болью всегда больнее сталкиваться, понимаешь? И поэтому я беру ответственность за жизнь своего ребенка и начинаю быть в роли спасателя. А если мы возьмем этот самый пресловутый драматический треугольник, да, где жертва, преследователь, спасатель, там нет ни одной праведной роли. Мы создавали наш проект, и мы даже поделили его на 3 этапа. Первый. Антон вначале сказал про диагностику, очень важную часть, психодиагностику. Первый этап у нас диагностика мотивационной. Когда я понимаю, кто ты, и исходя из того, кто ты, я индивидуально подбираю те каналы мотивации, которые я должна в тебе пробудить. Вот давай на моем примере, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот, На допустим, твоем примере? я приехала в центр. Все, приехала Галина Рышкина. Давай. Твой пример не совсем удачный, но он интересный. Он хороший пример. У меня есть что сказать про него. У меня тоже есть что сказать. Договорите. Смотри, первое, с чем мы столкнулись, там даже не диагностика мотивационная, а стабилизация физического здоровья, Понятно. Стабилизация психики. Ты не в ладах с собой. Приводим в порядок физику. Да? Приводим в порядок физику. И когда я вижу, что ты уже готова, до этого я же тебе зернышко за зернышком закидываю, потом постепенно тебя, к примеру, приводим на группу. Ты посидела, послушала что-то, бац, что-то всплыло интересно. Отправляем, к примеру, на индивидуальную Тот консультацию самый момент, когда я тебя забрала психологу. на консультацию. Пропись первого задания, которое ты прописала. Обсуждение потом этого задания. Когда у тебя, помнишь ту самую ситуацию, когда ты мне зачитываешь свою историю, и ты сталкиваешься, ты сама уже начинаешь потихоньку собирать этот пазл из... Болезненно, наверное, будет слышать из вот этих вот... Есть книга такая классная «Осколки детских травм», которые до сих пор нас очень сильно царапают. И вот эти вот осколки детских травм,
осколки того насилия, с которым мы сталкивались в детстве, который по сей день на нас влияет, который по сей день является причиной наших дезадаптивных различных паттернов поведения. Потому что я не чувствовала себя любимым, я тогда либо вообще отрекусь от какой-либо близости, да, и буду закрытым, буду, не знаю, в такой шизоидной, да, какой-то, или параноидальной адаптации. Параноидальная, шизоидная. Либо я, наоборот, выберу истероидную адаптацию, где я буду привлекать к себе внимание всевозможными способами, да, где я буду бунтовать и пытаться добиться признания со стороны своих близких, со стороны родителей. То есть и на базе вот этих дезадаптивных схем, которые как раз-таки сформировались у меня из-за того насилия, с которым я столкнулся. А как бы грубо ни звучало, самые наши главные и первые насильники – это наша семья. Родители. Это наши родители и наши близкие. Это родители, да. Вот добавить хотел бы тоже, знаешь, к большому сожалению, вот наша страна, она пропитана стереотипами. Нахрена нужен стереотип? Чтобы не думать. Это, знаешь, готовая схема по решению любой проблемы. И, к примеру, там какие-то традиции еще. Ну, допустим, вот знаешь, вот наша национальная традиция старшего ребенка отдавать на воспитание дедушке с бабушкой. Прикинь, какую травму получает чадо. Меня бросили. Я, блядь, не нужен. Меня кинули на воспитание. А потом в возрасте старикам 10 лет бабушка умерла, а он уже привыкший жить в другой семье, его забирают родители, которые с ним вообще никогда не были в контакте. И начинают воспитывать. Начинают воспитывать его по новой, понимаешь? Дружок, и а что ты... травматика за травматикой. Это... Я когда слушаю такие истории на своих консультациях, меня пробивает на слезы. Ну, то есть я слушала их сотнями. И каждый раз я чувствую эту боль, как вот в этот момент рассказа, как свою собственную. Пропуская через себя, проживая. Очень важный момент, вот опять к тебе вернемся, да, показать тебе, что то, что с тобой происходило, это ненормально. Что ты сейчас себя ведешь вот таким вот образом, потому что ты вынуждена была адаптироваться к жизни. Чтобы не выпрашивать постоянно любви, я от нее отказалась. Я создала себе роль вот сильной независимой женщины. Мне не нужно. Мне это не нужно. Но внутри все равно болит. И вот тогда, когда после диагностики, да, физического состояния, психоэмоционального состояния, после того, как я и другие специалисты, как мы тебе показали то, что есть мотивация, да, по отношению к изменениям, мы ее сформировали в тебе. Первичную, маленькую. Мотивация от чего-то негативного. От того, что я больше вот так не хочу. Я пока не знаю, что я хочу, но я знаю точно, что то, как было, я не хочу. Мы переходим на второй этап. Это мотивационно-коррекционный этап. То есть здесь как раз-таки вы погружаетесь уже в разговорной терапии и в прописи заданий в ваши травмы, обиды, в то, что я знакомлюсь. Я знакомлюсь вообще со своей жизнью, вот честно, как оно было, без избегания, без засмеивания, без рационализации происходящего насилия в ней, а действительно знакомясь и признавая ту боль, которую я перенес. И чтобы боль утихла, ею надо поделиться. Ее нужно заново прожить, чтобы она наконец-то отпустила в том формате, в котором ты действительно тогда ее чувствовал, а не в том формате, когда ты мог ее тогда актуализировать миру. Ты тогда ничего не мог. У тебя не было этого ресурса, и даже доступа до разрешения со стороны твоих родителей у тебя не было. Проживать свою боль так, как того требовалось твоей психике. После мы переходим уже к конкретной коррекции. И вот как раз-таки на третьем этапе кто-то раньше подключается к телесно-ориентированной терапии, потому что ресурса достаточно, чтобы выдерживать свои переживания. Ну, психика достаточно устойчива, да? Да, достаточно устойчива. Я имею опору. Я не сойду с ума, находясь там в телесной практике, от того, что ко мне пришел какой-то инсайт из моего прошлого, из моего детства, и я не могу это вывести. Телеска хорошо вскрывает нарывы, которые годами были где-то в глубине, вот эти вот гнойники с этой большой болью. И потом, после того, как ты вскрыл, это нужно еще правильно законтейнировать. Ну, то есть правильно собрать себя заново. Не то, что я вот сейчас весь порезанный вышел с этой терапии.
я еще и должен быть залечен в ней. Ну, потом ты как бы идем в разговорную терапию потом, с да, тем, что обязательно получили. идем. А интерес. разговорка параллельно всегда идет. Да. Видишь, вот это опять же сложный стереотип такой наш общий, что я должен уважать, любить и чтить память своих родителей. Да, блядь, я их могу ненавидеть. Вообще, Если они меня щемили, били и так далее, я могу их ненавидеть. Абсолютно. И мы, опять же, ты на себе столкнулся, что мы Да. даем эту возможность, даем прожить тебе эмоции. А это, знаешь, вот максимально конченная установка, которая должен жить, принести в старость стакан воды. Ага, с детства родили такого маленького раба, который должен еще потом приносить зарплату отдавать. Вот, мама, тебе рубль, я заработал. Ну, еще вот этот сам факт, да, что эту любовь родительскую надо заслужить. Блядь, ну какого хера, блядь? да Ну, с чего это? Нет, я вообще Вот не я, в склонна... смысле, мы всегда в семье, мы всегда были плохие. Эта любовь, она была недостижима. Ты мог просто принести тарелку борща отцу, и ты ее принес, блядь, уже неправильно. Практика такая классная. То есть я спортом занимался, футболом профессионально играл, нормально играл. И то есть, знаешь, какие-то вот значимые игры, значимые события, которые для меня были, там, знаешь, в юном возрасте, в подростковом возрасте, то есть отца не было. Он там занят рыбалочкой, охотой, еще какой-то херней. А тут, короче, мне уже, по-моему, знаешь, под тридцатник, лет 27, и любительские турниры играем, причем на хорошем уровне играли полупрофессионально, и папа начал ко мне ездить на игры. Я такой сижу, думаю, мужик, а нахуя ты сейчас приехал? Вот когда ты мне был нужен, где ты был? Ну, хороша ложка к обеду. Ну, я думаю, что с глубинными причинами мы разобрались. Что-то вы хотите еще вот добавить, ну, для людей, которые вот сегодня сидят? И я просто знаю, эта реакция есть, она всегда очень болезненная. Есть люди, которые пишут, да, и есть люди, даже у которого нет там, это не в семье зависимый, но есть все равно рядом человек какой-то зависимый. Не бояться обратиться. Что делать? Не бояться, перестать жить в иллюзиях. Не бояться обратиться за помощью, идти к специалистам, искать их, выбирать из предложенных, находить того, кто достучится именно до тебя. Да, не жить в иллюзиях, осознать то, что та ситуация, в которой ты сейчас находишься, она не является нормой. Не норма, что ты в попыхах там, после очередного похмелья бежишь на работу, потому что ты до этого ночью не мог уснуть, и ты из-за этого вынужден был, в кавычках, выпить. Да, вот эта священная пятница, да, которая уже часть культуры, уже на самом деле массовой культуры. Это пятница, потом Творческие Алматы, это профессии, город, которые город считают, баров. что это часть тусовки, обязательное употребление. Ну, это опять же У меня стереотипы. есть знакомые многие из творческой тусовки, которые вообще ничего не употребляют. И да, у них отдельная своя каста, но они имеют место быть. Это те же самые режиссеры, это те же самые киношники, ребята. Они находятся в абсолютной чистоте. Да. Ну, не просто так тоже. Да, они тоже там побывали когда-то, Ну, вот они это, теперь знают, скорее почему. всего, это как-то они бывшие. есть, да. Ну и ты, Галь, тоже большое дело делаешь с ребятами, с съемочной группой, что освещаете такие темы. То есть, чем будет больше освещения, то есть, ну, понимаешь, сейчас мы несем весть о выздоровлении, и это уже большая заслуга, как бы, ну, всех причастных к этому делу. Чем больше мы об этом Чем больше говорим. информируем, тем более люди осведомлены в этом и вооружены. Как гласится в первом шаге, ну, признать свою беспомощность перед заболеванием и капитулировать. То есть надо капитулировать, надо обратиться за помощью, перестать жить стереотипами, перестать жить, знаешь, в надежде, что тебя признают родители и так далее. Ну, первый шаг – это всегда борьба со страхом. То есть признать свою трусость. Если близкие, там, друзья, знакомые находятся в проблеме, перестать заниматься самолечением. Ну, как правило, мы сталкиваемся... Вот это очень важно. Мы сталкиваемся с непроницаемой стеной, потому что, ну, человеку, к которому у меня есть эмоциональная подвязка, я, в принципе, не могу помочь. Но это бесполезно. Обращаться к профессионалам, проводить грамотную интервенцию. Там, ну, к примеру, если, допустим, ребята приезжают к нам в центр, ты сама знаешь, что мы проводим экскурсию. Я показываю, что нет у нас пленников, что нету заложников, что мы настроены на правильную работу и так далее. Мне бы еще Люблю в конце вас. хотелось сказать о важном, о той проблеме, что у нас сейчас в Алмате геноцид практически. Про синтетику? Про Давай. синтетику, да, буквально пару слов. Мне кажется, вот про нее как бы говорят все, везде, отовсюду. Говорят, но все равно... Мне бы хотелось сказать Всё о том, равно. что... Ну, еще раз подчеркнуть вот тот ужас ситуации, в которой мы сейчас находимся.
То, что, да, уже было произнесено, то, что мефедрон стал социально приемлемым Да. в тусовках, Слушайте, мы сделали его модным. в округе честно. молодежи. Да, мы сделали его модным, так и есть. От этого больно, потому что стоит задуматься о том, что наши наркотики, которые сейчас распространены у нас, они не делаются по ГОСТу. Люди просто не понимают, что они в себя пихают. То есть это не просто, это даже не наркотики, это токсические вещества. Чтобы ты это сказал еще раз. это Мефедрон – это не наркотик. Мефедрон – это не наркотик, это токсическое вещество, которое действует непосредственно на нейромедиаторы головного мозга. Центральная нервная система не выдерживает такого колоссального выброса нейромедиаторов. Почему не наркотики? Потому что опиоидные рецепторы не задействованы при употреблении данного наркотика. Все идет строго на психику. Человек не выдерживает, не вывозит. Если сегодня ребята еще как-то употребляют по пятничкам и по чуть-чуть, то, к сожалению, это вопрос времени, совершенно точно. Да. Но там развитие психозов, шизофрении. Да, огромный я процент эти суицидов. безвозвратные ситуации. Еще, что я тоже хочу сказать, это то, что мне говорили наркологи, то, что в центре, повторяют. И что меня тоже как-то в какой-то момент даже шокировало. Но на самом деле сегодня для нарколога предпочтительнее лечить старого доброго героинщика, чем мефедронщика, потому что психологическая зависимость другая. Абсолютно. И люди потихоньку сходят с ума, и, честно сказать, даже страшно представить, что будет завтра. Страшно представить, что будет тогда, когда поколение тех, кто сегодня Целое находится поколение в тотальном торче, воспроизведет новое поколение. Людей. Друзья, берегите себя, берегите родных, своих близких. Цените жизнь, цените каждый момент, который дается, и не бойтесь обращаться за помощью. Да, просто остановитесь, не знаю, просто попросите помощи, начните просто, элементарно. Никто вас не посадит в тюрьму, никто ничего с вами не сделает. Вы просто спросите вообще, если у вас есть хоть какие-то сомнения, что вы что-то делаете неправильно, что люди вокруг вас что-то делают неправильно. Нифига это не модно, нифига это не круто, не здорово. Просто напишите, позвоните, напишите, никто вас за это не арестует, не осудит. И попросите помощи. Да. Спасите себя. Спасибо большое, ребят. Спасибо тебе. Спасибо.